Ну что, семья, будем собираться? Да. Надолго покинуть уютную квартиру в Якутске молодую семью Литвиновых заставил отнюдь не отпуск. Из жилья постоянного супруги перебираются в экспериментальный дом, построенный по проекту местных ученых. Расставание с родителями обошлось без слез. Я приеду в гости скоро. Ждите. А мы будем ждать? С пирожками. Дом, в котором Литвиновым предстоит прожить полгода, находится в 40 километрах от города и с виду напоминает декорацию для фантастического фильма. Одноэтажное деревянное строение полностью спрятано под куполом из металлокаркаса и морозостойкой пленки. Такая конструкция совсем не дань современной архитектуре, а важный функциональный элемент. По некоторым оценкам, при минус 45 снаружи, внутри под куполом, за счет того, что дом будет греть, а пространство снаружи, где-то минус 25, минус 30. Как правило, в балконах со остеклением всегда теплее, чем у соседа, у которого нет остекления. Тот же самый эффект. Ну не бойся, проходи. По всем правилам новоселья первым осваивать новое пространство начал домашний кот по кличке Зак. Ему ли не знать, где самое теплое место у батареи на кухне. Да, батареи горячие, даже более того. Отопление в экспериментальном доме автономное, котел находится в гараже. Дров и угля новоселам понадобится меньше, чем при растопке традиционных печей в деревенских избах за счет все тех же ветрозащитных свойств купола. В этом тоже суть научного опыта. На деле доказать, что сферическая конструкция позволяет экономить топливо, а значит и расходы. Впрочем, для самих участников эксперимента проживание здесь абсолютно бесплатно. Дом, как там говорится, дом моей мечты. Все супер. Дом под куполом проект необычный, но в мире отнюдь не уникальный. Норвежская семья Хиртифолдеров построила себе подобный несколько лет назад и, судя по этим кадрам, живет себе в удовольствие. Сферу вокруг дома они соорудили из стекла и, словно в теплице, выращивают во дворе урожай, даже когда на улице ниже нуля. Якутских ученых и их спонсоров норвежский пример, безусловно, вдохновляет, но с помощью своего эксперимента они замахнулись на куда большие перспективы. Можно будет отдельно какие-то населенные пункты под куполом строить дома. Оптимальное решение для того, чтобы наша жизнь в суровых условиях была ближе, теплее. К Виталию и Регине минимум требований. Жить как привыкли, ездить в город на работу. Вот только по вечерам после ужина супругам придется немного попотеть, вести видеоблог и снимать показания с многочисленных датчиков температуры. Приборы будут фиксировать даже состояние грунта. Ученым интересно, не растопит ли экспериментальный семейный очаг вечную мерзлоту. Сергей Анцигин, Максим Минцев и Роман Кутуков. Дальневосточное бюро НТВ.